Ассаляму алейкум, добро пожаловать в подкаст, где мы будем обсуждать болезненный вопрос для чеченцев из Дагестана и другими остальными народами Дагестана. Это ауховская проблема, это одна из самых острых и до конца неразрешенных проблем. И наш гость, историк, специалист по Кавказу, исследователь памяти и репрессий Башлам Чимаев Маршуэлл. Для чего я решил записать этот подкаст? Я хочу сделать уточнение, одну ремарку, так сказать, в соседнем Дагестане. Уже одним блогером я видел, поднял эту тему, пригласил чеченскую сторону, дагестанскую сторону, сели, обсудили, поговорили. Но изнутри, из Чечни, такой работы, насколько я знаю, да, ты поднимал, но я имею в виду, чтобы вот подкаст такой был, да, не было. Но и в последний, да, момент уже эта тема опять начала набирать обороты в плане того, что уже разрушили мечеть чеченскую, которая 19 века строения, да, мечеть, историческая мечеть. И я решил обсудить это с тобой. Давай начнем с того, чтобы дать, так сказать, некую справку для наших с тобой зрителей. Вот что такое Ауховский округ и какую роль он играл в жизни чеченского народа до депортации. Вот до депортации какую роль он играл? То есть, это был округ чеченцев или еще разных народов? Ну, давайте тогда возьмем, раз мы говорим, возьмем 19 век, до того, как включили Аух или Ауховское наибство в состав Республики Дагестан. Это всегда была область, где проживали в процентном соотношении в основе своей чеченцы. Их мы называем ауховцами, чеченцы ауховцы называют. Некоторые, это очень болезненная тема, некоторые сегодня люди, которые хотят противопоставить чеченцев, ногчий народ из Чечни и дагестанских чеченцев, они начали называть их акинцами. Как будто отдельный народ. Как будто отдельный народ. Я по этому вопросу мы проводили, ты видел, да? Даже странным образом появилась на сайте госуслуг строка, когда ты ведешь регистрацию, чеченцы или же акинцы. Две строчки. Ни у кого. Даже в нашем регионе нету такого. Чтобы ты написал дагестанцы, а потом снизу написано было там аварцы, лезгины и так далее и тому подобное. Ну, вот такие курьезные вопросы возникают. Поэтому Ауховский район, который просуществовал и в советское время, конечно же, Ауховское наибство было присоединено к Республике Дагестан. Там есть свои моменты, свои нюансы. Забегать вперед мы пока не будем. У каждого своя версия, добровольно ли они вошли в состав или не добровольно. То есть республики в то время, Дагестанскую область. Это, конечно, оставим на потом. Надеюсь, со временем все станет ясно. Не потому, что у нас нету. Да, есть, но версии разные. А я не люблю обсуждать какие-либо версии до того, как точно подтвердятся документальным образом. Поэтому после, вы знаете, в 1943 году, кажется, если я не ошибаюсь, в 1943 году в советское время этот район назывался Ауховским районом. Просуществовал он недолго, потому что были репрессии против чеченского народа, депортации чеченского народа. Через год или два. В 1944 году. Да, в 1944, абсолютно верно. В 1943-1944 он просуществовал, депортация. И этот район переименовали, разделив этот район, переименовали 95% Навалакским и 2 селения Казбековскому району. То есть Ауховский район разделили на 2 части. 2 селения попали в Казбековский, остальные все ауховские села, они остались, назвали их Навалакским. Вот эта проблема, наверное, все-таки после того, как депортировали всех чеченцев, были заселены аварцами и лакцами. Проблема началась не с того, что там заселили, нет, проблема началась после того, как нас всех реабилитировали, в 1957 году вернули, появился в 90-х годах закон о реабилитации, и вот с того времени братья, соседи, мусульмане, аварцы и лакцы не хотят освобождать дома и земли наших братьев, ауховцев, то бишь чеченцев, на их родовых землях, где проживали их предки на протяжении
500 или 300 лет, называйте кто как хочет. Их ученые хотят принизить, конечно, аух, и говорят даже, что только вот в 18 веке. Но по имеющимся документам тот же Шейх Мурза Окотский, который проживал как раз-таки в области, исторической области Аух, на документах фиксировано 1558, если я не ошибаюсь. Это 16, да. Это уже, ну, в принципе, да, можно сказать. Даже если Бориса Годунова, не суть в этом. То есть 16 века проживает, сейчас 21. Последние 500 лет ауховцы проживали. Да, их ареал был намного больше. Потом, мы знаем, были, ну, это уже как бы отдельная история, но она тоже относится к ауху. Давай тогда начнем, смотри, вот 1944 год, депортация, и вот как изменилась судьба после, да, уже ухода в 1944 году чеченцев, выселяют. Кто именно? Мы же знаем, что Дагестан состоит из многих разных народов. Кумыки, лезгины, аварцы. Вот. Какие именно на эти земли пришли народы? Как их избирали вообще? Из горной части переселили в Ленинаул и Калининаул. Это в основном алмакцы, аварцы. В остальные села лакцы. Большинство чеченских селений были заняты лакцами. Конечно же, есть разговоры, что некоторые и кумыки тоже заняли какие-то земли, но кумыки, насколько я знаю, я общаюсь и видел и общественные организации, и в интернете наблюдаю, и общаюсь с нашими братьями оттуда, кумыки оставили, вернули все, что есть, и даже дали больше. Они приняли очень хорошо чеченцев, поскольку дома ни лакцы, ни аварцы не возвращают и не вернули. Есть очень много моментов, я хочу, чтобы вы понимали, твои зрители. Дело в том, что после принятия закона о реабилитации, точной суммы я называть не буду, но скажу так. Был построен новый микрорайон, недалеко от Махачкалы. Это в каком году? Это нулевые, 2000-е годы, да, чтобы было понятно. Закон о реабилитации принят в 90-х годах. Там внутренний закон дагестанский, они тоже приняли, что да, это реабилитировано, нужно вернуть дома. По закону все, что нужно сделать, сделали. По закону федеральный центр для этого выделял огромные деньги. То, что происходило дальше в Дагестане, это пускай занимаются определенные спецслужбы, МВД и так далее и тому подобное, я не могу сказать. Но, как и говорил тот же блогер, который мы говорили, обсуждали ауховскую проблему, я тоже послушал, что они говорят. Они говорят, что там расхищение было. И так. Но, несмотря на это, был построен новый микрорайон. Люди могут переехать туда, никаких проблем нет. Насколько я знаю, возникла проблема. Дело в том, что когда они заселялись, я коротко веду людей, понимаю, вот заселяется семья. Мать, отец и 5 детей. Они занимают один дом, один двор чеченцев. За это время эти дети выросли. Из этих 5 это 5 новых семей, 5 новых ячеек. Эти люди говорят, мы пришли столько, если мы уходим, нужно 5 новых квартир или домов. Государство пошло на это и выдавало им. Потом они говорят, нет, за зеленые насаждения мы тоже хотим деньги. И на это государство пошло. Мы там на переезд нужно нам деньги. Потом уже начали говорить о том, что нужно платить за новые пристройки, которые мы сделали. Но Москва, как говорится, не резиновая и не дура. И прекратили это действие. Сказали, все, что мы вам выделили, достаточно для того, чтобы вы переселились. По той же информации, которую я как-то это рассказываю таким образом, да, чтобы было понятно людям. Все на документах зафиксировано, можете посмотреть, проверить. Когда начинаешь говорить, с той стороны что говорят? Вот, мол, дали дома взамен ауховцам, им дали участки и так далее и тому подобное. Однако в свободном доступе есть информация о том, сколько домов у чеченцев забрали и не вернули, сколько чеченцы-ауховцы сами выкупили свои дома. Допустим, из 3000 домов чеченцы выкупили почти что 400 домов сами. То есть те получили и квартиры, и дома, но все равно они выкупили у них, потому что те не уезжали, не оставляли дома и земли.
По закону справедливо вернули, мне сказали 70 домов. Это те, кто бесплатно, как зашел и вышел, оставил дома. О земельных участках речи нет, само собой. Была проблема с мечетями, как раз таки они просили вернуть. Да, то, что они говорили. И некоторые такие нюансы с их историками, которые начали странным образом не обсуждать проблему о том, как можно было бы решить ауховский вопрос, который стоит с 90-х годов, а начали утверждать о том, что чеченский элемент, а точнее акинский элемент по их понятию, они пришлые, и что они там не должны, что все их насильственно переселил Сталин с гор, сжигая их, разрушая их дома. Дагестанцы. Дагестанцы сами начали. Ну, те люди, которые проживают в этих домах. Сейчас появились странные праздники, траурные дни. Они называются День переселения, насильственного переселения на ауховские земли и лакцев, и других. Хотя по документам, и каждый любой может увидеть, какое там было насильственное переселение. Есть где документы. Даниалов просит главный Москве, так сказать, сегодня, если с сегодняшним сказать, в федеральном центре просит определенное количество автомобилей, студебекеров, просит горюче-смазочные для того, чтобы можно было с горных районов привезти, переселить в дома и вглубь Чечни, и в Ведено, и в остальные места можно было. На что федеральный центр, точнее Москва, отказалась, сказала, что грузины, осетины и терские казаки, которые переселяются на чеченские земли или ауховские земли, ни у кого никто не просил, и мы им не давали, и вы обойдетесь без этого. То есть это уже показывает, что не было никакого насильственного переселения. Да, возможно, уничтожались их дома, я не спорю, наверное, чтобы там кто-то и возмущался, наверное, не хотел все-таки, это исконная их земля, то есть с гор их начали. Но назвать его там, в советское время не было ни одного митинга, ничего не было, мы против, что вас переселяете и так далее и тому подобное. Да, я слышал от некоторых исследователей, историков, что многие заболели после переселения в чеченские дома. То есть от перемены климата она была более влажная там, и так далее и тому подобное. Но и сами их исследователи рассказывают. У чеченцев, по сути своей, и у ауховцев нету проблемы с остальными 30 там, с лишним, там, 36, 37, там, 38. Есть конкретно проблема только с людьми, мы очень толерантны. Есть проблемы только с теми, кто заселился в эти дома и не отдает исконно дома этих чеченцев, их земли, там, где проживали их деды, всю жизнь жили. Вот проблемы только с этими людьми, Ахмад. Проблема еще в одном. По сегодняшний день максимально пытались принизить ауховцев. Но сегодня это уже вырвалось. И сегодня ауховцы начали на каждом совещании общественных организаций, там, где есть камеры, когда они пишут письмо или президенту России, или каким-то другим официальным лицам, они говорят: мы, ауховцы, нас 200 тысяч, и мы просим выполнить полностью закон о реабилитации, вернуть нам наши дома. Вот вся проблема только в этом. Я хочу сделать ремарку, Башлам. Дело в том, что когда я тебя специально спросил, чтобы уточнить для себя, вот, были ли те, кто, например, да, какие народы заселились, ты сказал, что кумыки тоже, но кумыки вернули дома. Да. Я хочу сейчас обратиться вообще к зрителям и тем горе-комментаторам, которые обычно начинают писать, скрываясь за клавиатурой. Когда говорится об определенных людях, почему-то начинают нас обвинять в том, что мы ненавидим целый народ, что мы ссылаемся на целый народ, что мы их не любим и так далее. Мы говорим про определенные личности, мы говорим про тех людей, которые сочиняют, про тех людей, которые нападают. Этот вопрос
именно касается между ауховцами, да, чеченцами и тех людей, которые живут в домах по сей день, в чеченских домах. Никакого национального вопроса тут нет. Когда, я не хотел затрагивать эту тему, когда чеченофобка выступает и говорит, что у нее общего с грузинами больше у народа, вот с чеченцами никакого этноса, ничего нету общего, понимаете? Мы говорим про чеченофобку, а не про целые народы. Это важно. Вы обвиняете нас в том, что мы там националисты и так далее. Почему чеченцы должны молчать на вашу грязь? Почему чеченцы не должны отвечать? Почему чеченцы не должны защищать свои дома? Объяснения для тех людей нету нигде неприязни к целому народу. Есть определенное обращение к определенным личностям, которые несправедливо поступают. Башлам. И с точки зрения ислама, Да. и с точки зрения законодательства Российской Федерации. Вот смотри, ты уже много, конечно, рассказал, но все равно для людей, да, которые не в теме, так сказать. Вот 1957 год. Возвращение чеченцев на родину. Так. Почему им не разрешили вернуться в родные земли? Имеется в виду ауховцам. Мгм. Вот смотри, это противостояли те люди, которые были уже там, жили в домах. Что они им сказали? Либо советская власть... Я понял. Вопрос очень хороший. Конечно, можно было бы сказать, что все, ладно, что это вот Сталин, во всем обвиняйте Сталина. Но сегодня такая тенденция. На определенной даты в этих селениях, где проживают чеченцы, выходят люди в футболках с портретами Иосифа Виссарионовича Сталина. На воротах чеченцев, чеченских домов, которые занимают сегодня переселенцы, да, так скажем, с горной части, стоят бюсты Иосифа Виссарионовича Сталина. На машинах Сталин. Тирана, убийцы мусульман, Да. народов. Да. И это, конечно, возможно, многие могут сказать, что это их личное дело, политическое воззрение, там, любить или не любить. Да, Бога ради. Но ради уважения своих братьев, если вы мусульмане, вы же должны понимать, речь не идет о советском народе. Сталин убил или депортировал не только чеченцев, там карачаевцы, балкарцы, там и так далее, и много-много миллионов даже советских граждан погибло. До смерти Сталина можно было бы сказать, что они боятся указа Иосифа Виссарионовича Сталина. Но чеченцев вернули после смерти Сталина. После разоблачения культа личности во времена Никиты Сергеевича Хрущева. Да, доносились. Если чеченцы насильственно хотели вернуть, на них писали заявления, их сажали, им грозили, вас отправят обратно. Что говорить, Ахмад, чтобы не соврать? Ты же видел буквально 4 года тому назад, когда по законному решению суда, чеченец в преклонном возрасте пришел и сказал: выходите из моего дома, когда не мужчина, как было на Кавказе, а женщина выкрикивала лозунги российские, фашистские, говорила: вы предатели народа, и вас просто так не выслал Сталин, вас правильно выслали. Это было в 21 веке. Тогда ответь мне на вопрос. Я ни в коем мере не говорю про целые народы. Я говорю про конкретных людей. Скажи мне, кто виноват? Власть СССР, которого нету. После этого наследница власти – это Российская Федерация. И Российская Федерация выделяла огромные деньги для того, чтобы решить. Да, она понимала, она реабилитировала. И сегодня президент России говорит, что да, это было несправедливо, депортация, незаслуженно чеченцев, ингушей депортировали. А ауховцы – это и есть чеченцы, часть чеченского народа. Если признали, если сегодня есть в Аухе памятник солдатам, погибшим за 1000 человек с такого маленького района, ушли 1000 человек, воевали в Великую Отечественную войну. Некоторые из них герои Советского Союза. Мы знаем, как Хампаша Нуродилов, можно отнести его тоже к этой области, ауховцам. Тогда я задаю обратный вопрос к тебе, хоть я и гость. Скажи мне, кто виноват? Власти СССР или России? Или виноваты те люди,
которые ссылаются, говорят, нас насильственно переселили. Насильственно переселили – это один вопрос. Мне понравилось одно интервью Хабиба Нурмагомедова, вы знаете, да, известного бойца UFC. Он рассказал, как дедушка Хабиба Нурмагомедова после возвращения чеченцев сказал собрать всем свои вещи, оставив все на месте и вернуться обратно в горы. Это достойный поступок мусульманина, достойный поступок хорошего соседа. И сегодня нету никаких претензий и в Чечне, и в Дагестане, и любой мусульманин любит Хабиба Нурмагомедова. А представьте себе картину, если бы Хабиб остался, чеченцы бы, первое, что ему напоминает, это было бы то, что они сказали: Хабиб, ты, конечно, красавчик, ты, конечно, мусульманин, но почему ты живешь в харамных домах, которые по исламу, по адатам кавказским, которые есть и у дагестанцев, и по светским законам, ты, нарушая все эти правила, живешь в ауховских домах. Насколько я знаю, я только сейчас узнал. Ты знаешь, Далге, что мы сегодня его затрагивали, Бувейсар Сайтиев, наш красавчик. Он ауховец, да? Как он никогда, как он говорил сам, акидец и стоит под Центарой. Но, несмотря на это, Далге, что отсюда Далде Алуале, все его регалии никто не достиг такого пика в истории вообще спорта, именно в его виде спорта, кроме как Бувейсар Сайтиев, до последнего. Я сейчас узнал, что вернули его дом, его дедушки. Не возвращали. Буквально сейчас, вот-вот, до его смерти, недавно вернули дом Бувейсара Сайтиева. А он жил от него через улицу. Он не мог вернуться в дом своего дедушки, своего прадедушки. А у него какие регалии? Какова будет участь простых ауховцев, для которых это очень болезненный вопрос. Тебе же сложно жить, понимаешь, все время жить своим соседом, который не понимает тебя. Он не живет с тобой по исламу, он не живет с тобой по адатам и по законам. Ссылаясь на различные проблемы, вот нас переселили, вот наши разрушили, вот мы пристроили дом, мы вот это сделали. Извините, такие причины можно найти и сотни, но проблема не решится. Я не знаю, честно сказать, ты лучше знаешь, Ама, ты у нас занимаешься религией, дашь свою оценку с точки зрения ислама, можно ли такое делать, если они женятся там, если они умрут там, если они делают намаз там, на харамном земле, на харамном... В чужом доме, который отнял. Да. Да, я думаю, оценку ты сам дашь, я в этом деле не специалист. Но скажу тебе, с точки зрения истории, очень несправедливое отношение. Да, я хочу, чтобы, еще сказать, чтобы люди не начали критиковать тебя, писать там писульки. Да, есть такие разговоры, якобы, что дали ауховцам взамен земли, дали деньги, дали дома. У меня возникает вопрос. Предоставьте документы, где эти 3000 домов, которые построили ауховцам, 3000 земельных участков, которые дали им взамен Ауховского района, где они оформили, сделали новые селения и так далее и тому подобное. Предоставьте эти документы. Не одна-две фамилии, я не об этом говорю. Плюс-минус 2600 домов до сих пор, которые не... Эти документы, я говорю, я не ауховец. Понимаешь? У меня родственников нету в Аухе. Но там моя кровь. Моя кровь – это мои братья-ауховцы. Там твоя кровь. И поэтому на каждое 23 февраля или глава Чеченской Республики, или председатель правительства, или председатель парламента Чеченской Республики говорят: братья, соседи, дагестанцы, мы вас просим, отдайте дома нашим ауховцам, верните их дома. Вот ты, наверное, видел это и по центральному телевидению. Мы призываем, мы не воюем, мы не оспариваем, мы не пытаемся их присоединить к Чечне. Они хотят что? Сами ауховцы. В чем их болезнь и в чем их проблема? Верните наши дома и дайте, восстановите наш Ауховский район. Все. Больше они ничего не хотят. И если достойные братья-мусульмане и все остальные это сделают, никаких проблем не будет. И нам с тобой не придется эту проблему, как говорится, обсуждать. Так, одна из причин того, что сегодня записывается этот подкаст, это то, что эта боль передается и нам тоже.
Итак, я хочу от себя сделать заявление, что ауховский народ – это чеченский народ. Имеется в виду ауховские жители Ауха – это чеченский народ, и, соответственно, это часть нашего народа. И мы, тут живя в Чечне, ни в коем случае не отделяем, имеется в виду жителей, чеченцев. Сейчас будет такой вопрос, Башлам, чтобы было понятно, мы не претендуем ни на какие земли. Кроме своих, ауховские земли и так далее, внутри Дагестана остается аух. Дагестанских, да, чеченских дагестанцев, которые там живут, да, с Дагестана, просто вернуть земли. Не идет речь о том, чтобы передать эти земли чеченцам. Абсолютно верно. В составе Дагестана остается аухское, никаких проблем нету. И, соответственно, это наша общая боль. Общая боль, потому что это часть нашего народа. Аух – это часть нашего народа, это жители. Поэтому огромная просьба тех людей, которые смотрят, которые видят этот подкаст, увидели этот подкаст, если есть знакомые, которые живут, да, в чужих домах и так далее, снова и снова в мягкой форме донести им, пожалуйста, освободите земли, отдайте чужое. В исламе человек, который занял чужое и не отдает, когда тем более ему в ответ уже были предоставлены деньги отдельно, то есть все восстановлено ему, а он все равно не отдает, этот человек живет в чужом доме, на харамном живет. Насколько сильно передается травма депортации из поколения в поколение? Вот у нас же есть, я понимаю, да, аухи есть и старшие, да, люди, но там же растет поколение молодое. Да. Вот как ты считаешь, как им это передается? Власти с периода Хрущева, советская власть, всегда максимально пытается этот вопрос не затрагивать и утихомирить этот вопрос, закрыть этот вопрос. Поскольку на самом деле, как сказал и сам президент России, это некоторые моменты, постыдные моменты в истории России. Ну, Советского Союза и России ныне, да, его преемственность. И когда нету этого государства, боль, которую ты говоришь, само собой, то поколение, которое было депортировано, этот ужас, это все в сердцах этого старшего поколения, можно было бы сказать. Но я хочу подметить очень тонкую грань, Ахмад. Вот эта грань и боль этих людей, которые были депортированы, сегодня из-за того, что не решен этот вопрос, переходит все новое и новое молодое поколение. Поясняю, почему. Если бы им вернули дома, если бы они жили на своих домах, свои мечети восстановили и так далее, свой район, да? Эти люди бы, как сегодня новое поколение, даже у нас здесь, да, что бы мы ни говорили, и мы-то еще с тобой можем помнить, да, там 30-40 лет, вот к этому 20 лет, 18 лет, они уже знают из истории, что была депортация. А ауховцы и 10 лет, и 15 лет, и 20 лет помнят. И очень сильно. Почему? Депортация у них не выйдет. Скажу, потому что благодаря этой депортации они остались без домов своих предков. Там, где его дедушка, прадедушка, прапрадедушка. И это не уйдет у них из сердца. Эта боль будет снова и снова у каждого подрастающего поколения. До тех пор, пока не вернут эти дома. Почему они будут ассоциировать и связывать потерю своего имущества и своих домов и земель с депортацией? С точки зрения и психологии, и истории. Ты понимаешь, если бы эти дома еще раз были возвращены, молодое поколение уже бы сказало: да, нас депортировали, мы вернулись по воле Всевышнего, мы в своих домах, в своем районе, никаких проблем нету. Если там есть купить, продать, совсем не было проблем. Кроме у взрослых. Взрослые этого никогда не забудут. Тот, кто сам почувствовал, но это мы с тобой. Да? Сейчас помним 2 чеченские войны. А вот наши, да, хулитыли, твои и мои дети, которые только сейчас появились на свет, они будут об этом что-нибудь знать? О бомбежках, о постах и все остальное? Нет, не будут. Такова жизнь. Проходит время. Сегодня же никто из России не скажет, что Германия это фашисты, мы их ненавидим со времен Гитлера. Это мог сказать тот, кто сам был ветераном Великой Отечественной войны, да, грубо говоря. Но сегодня, Германия, Италия, Швейцария. Швейцарии, конечно, нет, но Италия и Германия это были, как мы знаем, союзниками против, воевали России. Но сегодня
лучшие, ну, можно сказать, сильнейшие корпорации в России занимают немецкие фамилии, грубо говоря, да? Миллер там и так далее, Греф и так далее. Там. Точно так же там в России, в Германии есть достаточно русских, целые кварталы. Поэтому я к чему говорю? Забылось, эта грань стерлась. Да, это останется осадок, когда-то было. А вот у ауховцев это не уйдет. И депортация для них каждый год, поэтому они каждое 23 февраля, даже во время пандемии, они подавали заявки и говорили, это наша трагедия. Они не могут забыть. Они с 23 февраля потеряли, и до сих пор для них 23 февраля. Не 44, а 23 февраля 2025 года. Почему? Потому что с тех пор они не получили ни дома, ни землю. Чеченцы-то хоть как-то дома. Я имею в виду здесь чеченцы из нашей родины, из Нохчичевой. А чеченцы из Ауха, они потеряли. И многие предшественники, руководители Чечни говорят, с тех пор идет. Да, конечно, там есть некое суждение о том, что это сделала там Москва, федеральный центр, чтобы вот, ну, хейтеры начинают писать. Я еще раз прошу, скажите мне, сегодня есть указ, постановление правительства, парламента Российской Федерации, где говорится четко, не допускать ауховцев в их родные дома, не возвращать им земельные наделы, не делать этого ни в коем случае, или перепродавать лакцы, когда уезжают продавать аварцам, а если аварцы уезжают продавать лакцам, чтобы только чеченцы не вернули свои земли. Есть такой хоть один документ, запрещающий с федерального центра этого делать? Нет ни одного документа. И быть не может. Закон о реабилитации существует? Да. Закон на Республике Дагестан, чтобы вернуть депортированные земли, дома есть? Есть. Скажите мне, кто виноват? Алчность наших братьев-мусульман, и наша в том числе, или же Москва? В данной ситуации я не вижу никакой... Да, историческая несправедливость была, но нет Сталина сейчас. Нет такого государства, как ты указываешь. Сейчас остались мусульмане Республики Дагестана, чеченцы-ауховцы. И они не могут между собой в одной и той же республике решить этот вопрос. Хотя Москва, не являясь мусульманами, построила им целые микрорайоны и целые села. Кто запрещает? Вот у меня человека живущий, и мы сегодня, потому что это боль, это часть нашего народа, который проживает там на протяжении последних 100, 200, 500, 300 лет, да без разницы, проживает там и обливается сердце кровью. Каждый момент, каждая песчинка. В 17 году там кто-то подрался. Что-то произошло на посту. А это чеченцы. А это ауховцы. А это потом вводит название. Поехал парень, у него родился ребенок. Медсестра записывает в графе национальность. Я это публиковал, у меня есть этот документ. Пишет в графе национальность акинец. Нет такой нации и никогда не было. Ну зачем это? Ой, простите, я по ошибке. Нет, не по ошибке. Нет такой нации и никогда не было. Нет нации войнахи, нет нации акинцы, нет нации биноевцы, нет нации эхшбатоевцы. Мы все одни нохчи. Нахчи, если исторически правильно говорить. Но так получилось, что эта область вошла в состав Республики Дагестан. Еще раз повторяемся, никакой речи, высказываемой некоторыми нациками и теми людьми, чеченофобами, которые не хотят закрыть этот вопрос, они ссылаются на то, что якобы ауховцы отсоединяются, хотят создать район, там присоединиться. Никогда не было этого. Никогда. Речь шла четко и понятно. Вернуть название Ауховского района, вернуть дома. Все. В этом стремлении, с точки зрения и ислама, с точки зрения и законодательства, мы полностью поддерживаем наших братьев-ауховцев. Если же этот вопрос будет решен, и больше наши ауховцы, наши братья будут что-то говорить после этого, допустим, все вернули, и после этого они будут возникать, вот вы не возвращали, мы скажем, стоп, подождите. Это наши братья-мусульмане. Маслаат должен быть. Все, они вернули, никаких претензий нету. То, что было, закончилось по воле Всевышнего Аллаха. И мы станем вот тем самым средой маслаата между ними, там, допустим, или другими обществами, чтобы дальше этого не было. Вот такая идея, вот такие вот взгляды. Я думаю, что ты очень хорошо отметил. Конечно, никогда ни один чеченец нормальный не говорит
о том, что нужно или отторгнуть, или даже там говорил, да, какие-то там молодые горячие головы там будут нести это, как создание великого Аваристана, там создание новой великой Кумыкии или великой Чечни. Вот такие горячие головы это нести будут? Нет. Сегодня есть субъект Федерации, Российской Федерации, Республика Дагестан и Республика Нохчичуа, Чеченская Республика. Все. И тот субъект, и здесь субъект. Границы и все остальное, по остальным между Чечней и Дагестаном, это отдельный вопрос. Ауха это не касается. Никогда ни один чиновник, ни один даже среднего уровня не говорил об отторжении Ауховского района. Все говорят, верните дома, пожалуйста. Верните их земельные наделы и их район. Они всегда были ауховцами. Это было наибство имама Шамиля со времен имама. Они же так сильно любят имама Шамиля. Во времена имама Шамиля, имам Шамиль никогда не был против ауховцев. Он же в то время назывался район Аух, да? Да, наибство, ауховское наибство оно называлось. И Доново это знает, и этот же Рабаданов это знает, и Доного знает это, и Хапизов это знает, и Тахнаеву Петимат это знает, и Гаджиев Зураб это знает, но нет. И они, конечно, не все, но вот эти байки и сказки вот только сейчас переселились и так далее и тому подобное. Где бы ни переселились, в Чечне проживает достаточное количество представителей дагестанского народа. Здесь чувствуют они себя ущемленными? Нет. У них в их домах живут чеченцы? Нет. Им не дают там встать, сесть, ущемляют их с точки зрения религии, с точки зрения закона. Нет. Кумыкские села есть в Чечне? Есть. Ногайские села есть в Чечне? Есть, хоть немного. Аварское село есть в Чечне? Есть. Это чеченская земля, принадлежащая чеченскому народу. Но здесь живут разные национальности. И мы говорим, добро пожаловать, живите. Вы когда-то пришли, с Шамилем пришли вы, или после Шамиля, или попросили политическое убежище еще в то время. Там в 17, 18, 19 веке. Живите, никто вас не трогает. Ну, почему мы такие толерантными должны быть со всеми, а по отношению к части 200 тысяч, это же не маленькое. Ладно, они могут сказать, это чеченцы из Хасавюрта и все остальное. Ладно, окей. Пускай там проживает, там, грубо говоря, 1050 в Хасавюрте, 150 тысяч пускай. Пускай это будет 100 тысяч тех ауховцев. Но верните дома. В чем проблема? Все, между нами маслахат. Но, по крайней мере, я не видел видеообращений с чеченских земель дагестанцев, которые недовольны и кричат, что их ушемляют или делают обращения, пишут заявления и так далее. Благодарю брата, который сказал, что почему ты говоришь акинцы, акинцы это нохчи, мы чеченцы. И вот он отметил благодарность ему. Почему? Потому что на сегодняшний день есть те, которые в интернете я мелхи и я мелхиц, типа. Да. Я орстхоец, и все, короче, как отдельные народы. Теперь уже начали чеченский народ разделять, да, и свои народы как будто создавать. Но это кучка маленькая, которая вообще не показывается где-то там. Я больше скажу тебе, это разжигающий местность сепаратизм пытаются под пустыми аватарками Мелхай, Уарстхай, Тирой, Эхай, это исконно Нохчи. Всегда были, есть и остаются. Так что это к ним не относится. А те тролли, боты, хейтеры твои, да. Сейчас идет май, несколько дней назад историческая мечеть 19 века, ее разрушили и камни на разные свалки там отнесли. Вот как все начиналось, вот расскажи про это. Из той информации, которая у нас есть, которую нам предоставили, это было 7 мая. Историческая справка. До депортации с 19 века это была мечеть. После, когда советская власть пришла, его сделали магазином, потом складом. Эту мечеть не возвращали ауховцам. Важное уточнение, Башлам. Смотри, то есть до 7 мая, пока эту мечеть не разрушили, она функционировала как мечеть. И еще, она принадлежала ауховцам, чеченцам на этот момент. Отвечу на твой вопрос, как раз таки хочу пояснить. Это была не функционирующая мечеть. По словам интервьюера, то есть после того, как мы опубликовали это видео первое, появился некий имам из Калининаула. По его словам, эту мечеть, в кавычках,
вернули, но чеченцы ничего не сделали. А теперь по интервью самого ауховца, который присутствовал, когда начали ее демонтировать, эту мечеть, они приехали, начали говорить и сказали, что это ауховская мечеть. Что там в предыдущее время из него сделали там пивнушку, карты в ней играли там и так далее и тому подобное. Этот весь материал мы опубликовали, он у нас есть, советское время, да, постсоветское время. А они успели сделать внешнюю обделку, но внутри еще не успели. Но в любом случае, что бы то ни было, это мечеть бывшая. Они хотели ее восстановить. Тем более, это историческое наследие, 19 век, плюс-минус уже, грубо говоря, да, за 100 лет. Когда приехали на место представители, они начали обсуждать, и там был представитель духовенства, муфтията, говорят, Республики Дагестан, это по его интервью. Там был представитель ауха, который сказал, что это мечеть, и там были представители непосредственно с той стороны, которые приехали. Они начали ссылаться, говорить, но факт остается, разговор, который был между ними, они только знают, но он коротко сказал, что мы договорились, пока не решится вопрос о законности, сносить ее не будет. Это было 7 числа вечером, они расходятся, в 2 часа ночи приезжают 2 бульдозера, Кун, если я не ошибаюсь, на фотографиях есть это. Они подчистую убирают эту мечеть. Потом идет выступление этого имама с Калейнаула. Он говорит, что эту землю купили у законных хозяев, что сзади новая мечеть, для него нужна была парковка, поэтому она уничтожили. Что это была не мечеть, а магазин и так далее и тому подобное. На что сделали опровержение сами ауховцы сразу же и указали. У кого вы купили эту землю? У хозяина, которому она реально принадлежала? Или же у хозяина, которому в 44-м поселили? Само собой. Он указывает этот момент. Они не могут ответить. Но факт остается фактом. Потом уже как убирается, а уже отвечает этому имаму, молодому, рассказывает. В этом селении 4 мечети в Ленинауле. Из них, если я не ошибаюсь, 2 аварские и 2 чеченские. Или 3 аварские и 1 чеченская. Но факт остается фактом. В чеченские мечети не ходят аварцы. В аварские мечети не ходят чеченцы. А знаешь почему? Потому что когда начинается хутба, чеченцы говорят, являясь мусульманами, почему вы не возвращаете дома? А им это не нравится. В этом же интервью мы видим это. Поэтому уничтожается. После я узнаю, что их развозят демонтированный материал от этих мечетей на 3 различные свалки. Эта информация еще нигде не опубликована. Ее нет. Даже на моем канале. Вот ты, как говорится, эксклюзив получаешь. В пятницу стихийно ауховские Берзлой, волки, ауховцы, ногчи находят эти свалки. С Рузба они все едут туда и собирают каждый камень с этой мечети, загружают их на свои КАМАЗы и увозят их. Я его не опубликовал. Этот материал не опубликован еще. Почему, поясню. Видать, там было как раз таки вчера, получается. Я опубликовал материал, мне прислали материал выступлений ко всем мусульманам мира. Ты, наверное, его видел, где они призывают и говорят о несправедливом отношении и так далее. После этого я узнаю, что заключается некое перемирие, должно быть шариатское решение. По информации, которая у меня есть. То есть муфтияты Дагестана, Карачаева, Северокавказских республик, в том числе Чечни, должны быть решения. Насчет этой мечети, да? Насчет этой мечети. Если я правильно понимаю, правильность его, то, что убрали, не убрали и так далее. Ну, я с точки зрения в шариате не знаю, но вам, религиозным деятелям, это лучше знать. Но мне пояснили так. И после этого вполне возможно, что будет принято решение, что выдадут новое место. А решение будет, правильно ли было это мечеть, да, или незаконно с точки зрения ислама. И как вообще в этом отношении. И, наверное, выделят новое место для строительства новой мечети. Уже чеченской мечети. Но что бы то ни было,
историческое наследие 19 века ауховцев, оно уничтожено, ликвидировано. Но я увидел Белхи на данном видео, увидел, как десятилетние ребята руками разгребывают, собирают эти камни, эти квадратные глыбы. Очень сильно повлияло, и сердце, конечно, показало, как же сильно все-таки часть нашего, хоть и народа, ауховцы, как же сильно они любят дом Аллаха, как же они сильно любят свою родину, как же они сильно любили эту мечеть, бывшую мечеть, пускай она будет, ладно, без разницы. Дали бы время, дали бы возможности, они бы восстановили. Это, по мне, это несправедливо. И с точки зрения религии, и с точки зрения истории. Я понимаю, все там, парковка, не парковка, но купили бы соседний дом, зачем нужно было обязательно его? Зачем его? Дом бы купили целый, снесли. Ну, оставили бы мечеть или как они вообще. Сейчас они разные, конечно. Еще раз, я делюсь со зрителями и с тобой той информацией, которую мне присылают. Сами жители делятся, взрослые люди, старейшины. Им больше некуда обращаться. У них нету никаких рычагов, у них нету никакого влияния, грубо говоря. Ты должен знать, и все, они буквально год тому назад ходили там, муфтият, обращались в другое место. Со мной, я разговаривал с одним из старейшин, он говорит, они пошли просто поговорить с муфтием Республики Дагестан, их не приняли, но после этого их начали к власти водить, почему пошли, зачем вы пошли, это не санкционировано и так далее и тому подобное. Это в 21 веке. Но они пошли к своему муфтию, потому что они мусульмане. Мы все умма Мухаммада, пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалам. И он муфтий Республики Дагестан. Они же не в Чечню прошли к Салаху Межиеву. Они не к чеченскому президенту уже обращаются. Они пришли к своему муфтию Республики Дагестан встретиться, чтобы он дал, если я правильно понял, какое-то шариатское решение. Да, сегодня власть отделена от религии и так далее. Я это все понимаю. Но хотя бы с точки зрения религии, я не знаю, встретились они после или нет, но была такая ситуация. Это год тому назад вроде бы было. Такая ситуация, и люди говорят, мы уже... Но они взрослые люди, Ахмад, это эти люди, которые депортированы были. Им самим сложно ходить даже. И они до сих пор не могут вернуться в свои дома, на свои земли, не могут восстановить свои мечети. С чем бы это ни было, даже пивнушка, если это была, с точки зрения религии, если они отремонтируют, сделают его как было, это мечеть. И нигде это не сказано, что нельзя это реставрировать. Я по крайней мере, не слышал такого. Вон из плетней в Африке, из деревяшек, из кукурузы делают мечети, молятся там. Больше ничего нету. Почему нельзя было это сделать здесь, я не знаю. Я слышал даргинцев, я слышал многих кумыков, лезгинов, очень многих слышал. Они говорят, мы против этого. Мы им говорим. Я слышал лакцев, которые не проживают на Валаке. Они говорят, вы... Не говорите все про всех лакцев, мы не такие. Мы те, которые там живем, мы осуждаем и говорим, чтобы они переселились. То есть нужно быть честным. И те, кто не проживают аварцы в чеченских домах и на чеченских землях, они тоже осуждают это. Но прямо такого массового у них нету. Потому что есть какие-то националистические взгляды, те люди, которые принципиально занимаются подстрекательством этого вопроса. Аллах им судья. Я не буду никого называть, я думаю, прекрасно можете посмотреть выступления многих из них, вы увидите. Тот, кто подстрекает этот вопрос. Массового выступления нету. Почему? Из-за чего? Все зависит от каждого, сердца каждого человека. Хабиба хватило мужества это сказать. И всех людей, которые это сказали, мы от всего чеченского, нохчи народа говорим ему баркалла. Ты являешься истинным мусульманином, и ты на стороне правды и добра. И перед Всевышним Аллахом ты скажешь, я сам ничего не мог сделать, но я, по крайней мере, сказал, правду сказал. В этом вопросе. В судный день нас всех в любом случае, те, кто в этом вопросе был, я перед Всевышним Аллахом стану, я скажу, Всевышний Аллах, я Аллах, прости меня, но в этой стороне я занимал позицию добра и правды.
по словам твоего любимого пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, я могу хоть это сказать, хоть какое-то оправдание у меня будет. И тех людей с той стороны Дагестана, кто это скажет и делом поможет, он тоже может скажет: я был в вопросе на правильной стороне. Тот, кто это не делает, его ждет участь того, кто был на стороне несправедливости. Да простит нас Всевышний Аллах всех и каждого, но массового сознания в том, чтобы этот вопрос изменить, это идет с 90-х годов. Все это знают, закон о реабилитации как приняли. Я думаю, с тех пор можно было этот вопрос решить. Прошло без малого 40 лет. Аман, 25 лет – это одно поколение. Осталось 10 лет, чтобы сменилось 2 поколения. 2 поколения проживания на харамных землях, харамных домах и так далее и тому подобное. И последний вопрос. Какое бы ты обращение сделал и старейшинам, да, и молодому поколению со стороны как и чеченцам, и со стороны как дагестанцам? Чтобы можно было бы сказать или пожелать, чтобы был маслахат. Чеченцам я хочу, чтобы, как всегда было от наших предков, чеченцам из Нохчичуэ в первую очередь, а это есть разное. Разное чеченцам из Нохчичуэ и чеченцам из Ауха. Чеченцам из Нохчичуэ я скажу, чтобы был собор, иман, и чтобы они 100% поддерживали часть своего народа. В благом. В благом. Довести до средств массовой информации, поддержать словом, лайк поставить, там под твоим постом там написать: мы поддерживаем так-то, так-то, хорошими вещами. Приводить им хадисы, приводить и так далее и тому подобное. Что харамное не дозволено и все остальное. Все в рамках, в первую очередь, в рамках ислама, в рамках законодательства Российской Федерации. Что касается ауховцам и чеченцам Ауха. Хочу на родном одно слово скажу, 2 слова. Дала иман собор вуэлшун. Хархами вижри. Аухай. Вам за ваше терпение, за вашу справедливость, иншаллах, воздастся. И без всякого сомнения. Пройдет хоть 1000 лет, но ауховцы вернутся в свои дома, и будет возрожден Ауховский район. В рамках, как говорится, субъекта Республики Дагестан. Это я пожелаю и скажу ауховцам. Можно верить, может нет, но обязательно, иншаллах, это будет. Что касается дагестанцев, не дагестанцев, а тех людей, наверное, кто проживает в этих домах, я скажу так. Братья, мусульмане, если в вашем сердце осталась хоть капелька имана, ислама, адатов от ваших предков, достойных, гордых, чтобы этот вопрос решить, все зависит от вас. Просто верните им дома, их земли, переселитесь на новые места, где вам выделили и земли, и дома. Оставьте харамное, возьмите халяльное. И Аллах вам в десятки раз воздаст за то, что вы поступили так. И не будет между нами никаких проблем между соседями. Заживем лучше, чем жили. Ни федеральный центр, ни другие, никто не сможет вас упрекнуть после этого ни в чем. Мы в мире и согласии будем жить. И это является благом и маслахатом. Сейчас на самом деле решение этого вопроса только в руках тех людей, кто проживает в этих домах и в этих землях. Все зависит от них. Мы не говорим там сколько, 3 миллиона, 4 миллиона Дагестана. Мы не говорим за всех. Мы конкретно говорим про этих людей. С любовью, уважаемо, относимся и к лезгинам, и кумыкам, и даргинцам, и нагайцам, и тем аварцам, и лакцам, которые живут у себя дома, в горах, в своем районе. Никаких претензий нет. Понимаете? Вопросы только конкретно по этому участку. Только по этим домам. Только по этому району. Вот и все. Решите, все будет хорошо. И умереть, самое главное, Амад, это нужно сделать до того, пока ты умрешь.
не оставляя эту фитну своим детям. И дальше поколению по поколению. Вот так все это будет. Вот что я хотел бы сказать. Дай Аллах, чтобы был мир. Мы знаем, прекрасно знаем, что чеченские алимы, устазы, шейхи и многие остальные, что ислам пришел нам в основном из Дагестана, что получали исламское образование оттуда, что и очень много историческое прошлое нас связывает. Это никто не отнимает. Но зачем все это перечеркивать вот этим сталинским решением? Зачем, Ахмад? Когда мы 500, 600, 1000 лет по соседству живем, зачем все это наше наследие разрушать? Я считаю, оно того не стоит. Ради даже кусков этой земли. Это не самый даже большой. Об этом говорят в Европе, Америке, Радио Свободы и так далее. Там, иноагенты, все об этом говорят. И никто не оправдывает притеснителей. Я не буду называть религиозных деятелей, которые уехали за границу, имеют другие политические воззрения. Даже они говорят, это не наше. Верните харамное. Но они не слушают ни этих, ни тех, никого. Слушают именно кучку маргиналов, националистов, которые рассказывают байки о всяких фантастических, фантастических вещах. Вот так я думаю, Ахмад. Благодарю, Башлам. История – это не только даты и факты, это судьбы людей, боль, надежда, ауловская проблема вообще, напоминание о том, что любое насилие оставляет след на поколение и поколение. И, соответственно, только через память, диалог, честность можно двигаться вперед. Спасибо нашему гостю за столь глубокую беседу. А вам, дорогие слушатели, баракалла за то, что дослушали. Оставляйте комментарии, ждите следующие подкасты. Даст Аллах, снова встретимся. Вассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Ахмаду и его компании, программе огромная благодарность, Ахмад, за очень актуальные вопросы. Твоим хейтерам скажу одно. Ахмад севьешун кирах исзуех кир. Вот ишт эрдуэ дал духва хвал дал си дуэл аха шта хазма мехти ачак йошрич о дикду qayqarna deriz khil dal si duэл ويا دال وها نيز قوش بارمها وي قحوي قردو قنيتح الله تعالى ديكم انسان بيقم بويل حونا بويل وين مسرنا بويل دال شيق انخيتم بويل وي دوغلاس دير او خوي مكعبوچان گوشتوی او خوای وجرش کردیز احس دعوه شدوی وی سعدوی خالش تون شو دیسلوش دات یه دیسلو دست دارم شو ماه کیوغا بیرزین شو یورت شیوغا یرزین شو قواش دیوغا یرزین شو تیانواش دیوغا درزین تاقات چلسه وی انشالله رحمان ایدیت سلو دات دال وحا دال اتو بویل عامد حق بویل دال سیدویل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Башлам. Вая версима цагуш бол наха буэн шварт бу нохчи. Иордания бу Турция бу цундела تعمو اردو ايش حوش خنيس لاها ايش ده تان ده امر ارسم بيسو سقي تقردوچن باغا باشلامس دوت اليشون تغن حقين خل بلا تغن ولازم حقين و تانس تغن دوحلو مويل عوير بيوخم شيا هدو شنو تنانيش دو شو تقام باش امال دو قام دوچ دوچ نخرت ويچ كمي داچ واغوشن اوبيوت شا تاتس بول نخبو تاتس بول اتيو قومي ور نخبو دوش ديچ بول خرت ويچ بول نخبو الچي اق اي خرتون تتوجي قام بيوش دشو بوخش إغارتون جوج عجنا بو نوح جيجونا يشي لات خليوليز سي خليوليز ديموك أبشي حالات خليوليز تب العدا عشا أسم بالا بات سشين لوك حدي بوخشا نتحليوش خلشا ميشاهدو ويت آقا وينوح جي خلرا عادة دقا ميشاهدو خرطو يوج خلش خرطون دحل دولارا الله دالا تبايلا دالا شي سيلا قنغيتا من جردويل دالا إسلام دنيا شادو يلا خوي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.